Саламатсыздар, урматтуу биздин кыргыз элибиз, кыргызстандыктар, шайлоочулар жана айрыкча биздин 1-май шайлоо округунун шайлоочулары. Бүгүнкү мен сиздерге кайрылып аткан себебим мен ушул 1-май шайлоо округу боюнча 27 февралда өтө турган шайлоого талапкер катары көрсөттүм. Ошол себептен бүгүнкү мыйзам чегинде берилип жаткан кайрылууну өзүмдүн укумумдан пайдаланып, кайрылууну сизге жолдоп жатам. Биринчиден, эмне себептен талапкерлигимди болгонун түшүндүрүп кетейин. Бирден бир себеби бул өткөндөгү 28 ноябрдагы шайлоодогу ушул округдагы шайлоонун жыйынтыгы менен бардыгына каршы деген позиция жеңип чыккандын себеби бул мени ушул кайра округтан шайлоого аттанууга түрткү берди. Эмне себептен? Менин оюм боюнча ошол жердеги шайлоочулар өздөрүнүн укугун билдирип жатып, көбү мына бизде жаман өнөкөткө айланган добуш сатуу маселесине ынанбай, ошо өзлөрүнүн оюн ачык билдиргенден белгиси деп ойлоп, ошол себептен ушул шайлоо округуна аттанганга чечтим. Эми айта кетчү нерсе, бардык жалпы кыргыз элине мен кайрылып кетейин деп атам. Биздин шайлоочуларга айрыкча мындан кийинки азыркы мен өзүм кайрылуумду орус тилинде айтсам, себеби мында шаардыктар билесиздер, көбүнчө ушу орус тилинде биздин орус жарандар же болбосо башка улуттун жарандарынын укуктарындагы тең менен алардын көбү ошол биздин кайрылууну укса экен деген үмүттө мен ушу мындан кийинки уруксат берсеңиздер кайрылуунун аягына чейин расмий тилде өзүмдүн билдирүүмдү айтып кеткенди туура көрдүм. Тилекке каршы вот ушул кайрылууда дагы мынакей тең укуктуулук сакталбай, ушундай мүчүлүштөрдү эске албагандыгы мени өкүндүрүп жатат. Здравствуйте, уважаемые народ Кыргызстана, наши избиратели, телезрители, особенно избиратели Первомайского избирательного округа номер 27, города Бишкек. Я обращаюсь к вам как кандидат в депутаты по 27-му Первомайскому избирательному округу. Баллотируюсь путем самовыдвижения. Порядковый номер бюллетеня на сегодняшний день у меня 26-й. Меня зовут Цариев Акылбек Абулабекович. И в надежде на то, что многие избиратели города Бишкек не продают свои голоса, открыто выражают свое мнение и проголосовали именно так, как велит им сердце. Вот эта позиция, вот этот результат натолкнуло меня на то, чтобы я повторно выдвинулся и посмотрел именно результаты выборов по этому округу. Буду откровенен. Дело в том, что даже на прошлых выборах, которые прошли 28 ноября, политтехнологи, поскольку я общаюсь в сфере избирательных выборов долгое время, предрекали именно результаты по городу Бишкек, по 3 округам, по Ленинскому, Свердловскому и Первомайскому, что выиграет позиция против всех. Честно говоря, я не поверил в это, но результат, в принципе, сошлись с предположениями или там, будем говорить, прогнозами политтехнологов, которые, как у нас привыкли, приводят из-за границы за хорошие деньги наши толстосумы. Теперь я бы хотел сказать о программе кандидата, как мы все привыкли выступать. Ну, я думаю, что не только мы кандидаты, но и избиратели не верят во многие программы, которые представлены кандидатами. К сожалению, это формальности. Поэтому я в своей программе, который был представлен в качестве кандидата, не указывал, что я не буду, что буду какие делать, совершать или строить, облагораживать территорию, потому что, к сожалению, мы все избиратели, даже кандидаты, которые идут на выборы, мы не понимаем свое предназначение. Для чего вот именно нужен депутат и какие функции он должен исполнять.
Мы все привыкли, что депутат, он должен как-то помогать людям, облагораживать их, и, там, поднимать их благосостояние. Но, к сожалению, это далеко не так. У депутата Джогорку Кеңеша ограничены полномочия, особенно после принятия последней Конституции. Все это мы прекрасно понимаем. Но в то же время у депутата, если он действительно будет выполнять свои функции предназначения как положено по закону, то у него есть возможность синициировать законопроекты, которые действительно могут в будущем помочь избирателям. Правду говорят, что действительно коллегиальный орган, мы все понимаем, что именно сфера или воздействие коллегиального органа такова, что там действует по принципу «один в поле не воин». То есть все не верят в то, что один депутат может исправить положение в Джогорку Кеңеше, который состоит из 90 депутатов. На самом деле это так, потому что там тяжело, конечно, когда большинство членов коллегиального органа ведут себя иначе, как хотелось бы. Но, тем не менее, у депутата есть право законодательной инициативы, которое он может самостоятельно, без вмешательства других членов парламента, синициировать и попробовать чтобы его приняли. Я полагаю, что я вижу свою работу именно в этой сфере, что у меня есть опыт, практика разработки нормативных правовых актов и реализации. Поэтому как мы можем изменить в данную сферу? Я полагаю, что мы должны первоочередной задачей моей я ставлю именно разработка или инициирование законопроектов, которые направлены на регламентацию полномочий таких ответственных органов, которые решают судьбу людей. Это судебные органы, это правоохранительные органы, это органы прокуратуры, органы, это работники сферы здравоохранения, образования и избирательных комиссий. Мы не придаем значения, что именно члены или работники этих организаций именно решают судьбу людей. В зависимости от того, как они ведут себя, либо ухудшается положение наших избирателей, либо улучшается. И я не согласен с той позицией, что многие говорят, что нельзя принимать или там умельчать, расписывать подробно законопроекты. К сожалению, я убедился в том, что в нашем государстве с нашим менталитетом, наоборот, надо именно в деятельности или в тех законопроектах, которые регулируют деятельность этих органов, которые решают судьбу людей, нужно детально расписать, чтобы они не могли воспользоваться пробелами или коллизией законодательства и решали, как хотят. Потому что на сегодняшний день так оно и происходит. Если пробелы и коллизии законодательства остаются, то эти органы по усмотрению или с выгодой для себя или для руководства, они принимают любые решения, которые выгодны им. И чтобы исключить этот вариант, я вижу в том, что именно мы должны регулировать эту сферу принятием законопроектов и расписанием детально полномочий этих органов, чтобы они не могли такие решения принимать, за которые бы потом не пришлось нести ответственность. Поэтому я думаю, что это посильно одному депутату, любой депутат, который владеет этими вопросами, он сможет эти законопроекты синициировать. У меня достаточно опыт в сфере защиты интересов граждан в судебных, в других органах. Я уже столкнулся с этой проблемой много раз. Для примера можно сказать, что любой сейчас у нас, особенно горожане, которые сталкиваются с судебной системой, они могут посмотреть судебные решения, которые у них на руках. Там, в принципе, у нас судьи никогда не усердствуют в разбирательстве дела. Там они выносят вердикт каким образом? Переписывают тексты поданных заявлений, жалоб и возражений в судебный вердикт и вставляют маленькую такую пробелочку и говорят, что суд решил, что
и без объяснения причин выносят любое решение. Чтобы исключить эти моменты, нам необходимо, конечно, чтобы в будущем, может быть, пока мы не предусмотрим ответственность судебных органов, работников правоохранительных органов и других органов, в том числе избирательных комиссий, которые обязаны нести ответственность за свои деяния, у нас положение, к сожалению, в Кыргызстане не исправится. Мне могут задать вопрос, что я как бы сейчас голословно заявляю, но, в принципе, я работал в сфере избирательных органов. Я никогда не принимал решения по чьей-то указке, по чьей-то просьбе. За прошлый год я возражал против многих решений. Официально я около 100 особых мнений в письменном виде вносил о несогласии с решением комиссии. Последний пример — выборы депутатов городских кеңешей городских, где по 3 городам Токмок, Ош и Бишкека были перевыборы. Ну, на тех выборах, если вы помните, я открыто выражал свое мнение, что нельзя принимать такие решения. Это, к сожалению, там одному не удалось мне этот вопрос как-то урегулировать. Ну, поэтому, к сожалению, вот время, отведенное у нас, не такое уж как бы большое, чтобы можно было подробности разъяснить. 15 минут – это, конечно, мало. Ну, что бы я хотел сказать? Вот я обращаюсь к избирателям и обратить внимание на явку. В последние годы у нас явка в пределах 30–40%. Я бы хотел сказать, по моему анализу, кто туда приходит. Туда приходят те избиратели, которые либо они являются близкими, родственниками, знакомыми, там, коллегами, ну, зависимым от кандидатов. В этот раз я призываю всех избирателей, которые действительно, ну, не верят в систему, но тем не менее переживают за судьбу свою страны, прийти 27 февраля и проголосовать за того кандидата, который вы считаете достойным. В частности, если вы проголосуете за мою кандидатуру, я надеюсь, что я оправдаю ваше доверие и постараюсь помочь в том, в чем я смогу. Заоблачные обещания давать не буду. И в своей программе я, конечно, указал пункт о самого отзыве своего мандата в случае избрания. К сожалению, у нас по Конституции сейчас прописан институт отзыва, но тем не менее она по сей день не реализована. К чему бы это, вы сами знаете, никто ответ на этот вопрос на сегодня не дает. Поэтому, уважаемые избиратели, приглашаю вас 27 февраля к избирательным участкам. Даже если вы до этого не ходили, в этот раз я приглашаю вас прийти, проголосовать и решить судьбу свою, близких, города. Потому что от вашего голоса действительно зависит многое. Мы все не придаем этому значения. Надо отдать должное на то, что к этому привела вот именно система выборов. Недоверие к избирательной системе. Беспредел, который творится в избирательной сфере, как решается судьбы кандидатов, избирателей. Простым вот принятием решений коллегиального органа, который ни за что не несет ответственность или не желает нести ответственность. Потому что на это толкает именно брешь в законодательстве. Всего вам доброго. Спасибо за внимание. Надеюсь на скорую встречу.